Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, а вернее на его отношение, восприятие вас после крайней встречи, крайнего свидания. Вот какой он вас увидел, какое впечатление о вас у него сложилось. И вообще в целом, да, что он думает после встречи, после свидания. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени и задайте ему свой вопрос. Так и спросите, что ты думаешь обо мне, либо как ты меня воспринимаешь после нашей крайней встречи, после крайнего свидания. Ну и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Угу. Ничего себе. Показал так показал. Так, ну что сказать. Прекрасный цветок, нежный, манкий, привлекательный, но с какими-то вот такими гигантскими шипами. Как-то вы себя проявили, как-то вы себя показали, что он просто вот растерялся, обалдел, был шокирован и долго приходил в себя. Смотрите, у вас какое-то несоответствие идет. То есть внешне вы очень такая милая, симпатичная, красивая, такая вот тоненькая, изящная, тихая, да, может быть, там не болтаете, громко не смеетесь. И он всегда считал, что вы, ну, такой миленький цветочек, да, цветочек, который вот приятным ароматом обладает, да, любоваться, нюхать, вот, холить и лелеять. И тут вы такая раз и показали свои шипы. А шипы вот такие. И он такой, боже, как это? Да? То ли вы показали, что вы себя защитить можете. То ли вы показали свой ум, да? Что вы девушка не только симпатичная, но и зубы у вас острые, да? И ногти у вас острые. И вообще можете любому и сдачи дать, и себя защитить, и кого угодно защитить. То есть что-то вы проявили, как-то вы себя проявили, что-то сказали, либо что-то о себе рассказали. Он сидел, вот как будто бы рыбка, выброшенная на сушу, так жадно хватал воздух ртом. Но потому что у него дыхание перехватило от ваших либо разговоров, либо от того, что он начал вас понимать. И он такой, блин, ну это да, роза с такими шипами, что голыми руками не возьмешь. Вообще, в принципе, да, невозможно подступиться к ней, потому что у нее такие огромные шипы, она себя защищает. То есть это не просто девочка там для любви, для красоты, это женщина с интеллектом, сильная, самостоятельная, абсолютно независимая. То есть вы ему открылись в каком-то новом свете. Сложно ему было прийти в себя. Он даже, знаете, наверное, скорее всего, как-то поменялся, да, вот прям какой-то растерянный стал, либо странненький, глаза как-то у него странно блестеть начали. Повспоминайте, там реакция была на лице написана. Он после этой встречи ночь не спал, он все думал, что делать, плакать либо радоваться, да, что мне такая женщина полюбилась, понравилась, что да, она на меня внимание обратила. Ну, с одной стороны, он понимает, что вы совершенны, но с другой стороны, его немножко пугает, да, что вы такая, да, знаете себе цену, знаете, где раки зимуют, можете любому показать, да, за вами не станет. И он такой, о, я не знаю, что мне делать, я не знаю. Но он с вами стал восхищаться, вами действительно восхищается. Но вот мне идет, что вы что-то рассказывали, объясняли, рассказывали, может быть, какую-то историю своей жизни ему рассказали. И он такой, блин, ну если бы со мной такое приключилось, я бы, наверное, там сломался, сдался бы, ничего не смог поделать. А тут как бы прекрасная девушка, такая хрупкая, да,
нежная, тонкая, и она вот прям всех там сломала, порядок навела, построила, поравняла, и, в общем, вышла победительницей, да, вот об этом он думал. Вы произвели на него впечатление. Тут не дать, не взять. Это шок, это удивление, это восторг, это восхищение, вот как все смешано, да, вот смешалось. Он никак не может понять, до сих пор не может понять, то ли бояться вас, то ли молиться на вас. Так мне идет. В новом свете открылись, девочки. Ну что тут скажешь? Так, давайте про Пегаса поговорим. Пегас – это мифическое существо, это конь с крыльями. Да? Он не только красивый, он не только там быстро может скакать, он еще и по небу может летать. То есть это уникальное создание, да? Уникальное. Вот и вы для него показались таким уникальным созданием. Но не встречал он других таких женщин, понимаете? Вот не встречал женщины, которые знают, чего они хотят, знают, чего они стоят, знают, что им никто не нужен, да? Не нужен для того, чтобы там выжить, добиться цели, заработать, там, себя прокормить, семью прокормить, да? Вот вы такая, вы уникальная. Вот. И, конечно же, для него это вот странно, да, первый опыт был, да, первый опыт общения с такого уровня класса женщинами. Ну, как бы да, все бывает впервые. Вот и у него впервые. Может быть, он не молод, может быть, это не мальчик, да, может, это уже там зрелый мужчина. Но вот впервые в жизни он встречает такую женщину, как вы. Вот когда вот вместе все совмещается. И прекрасная, и, можно сказать, колючая, да, либо сильная, да, красота и сила вместе в одном флаконе. Он не встречал таких женщин, а вы именно такая. И, конечно, он растерялся. Ну, это понятно. Это очень даже понятно. Ему хочется о вас кому-то рассказать, но он такой: нет, я не могу на это пойти. А вдруг я кому-то расскажу, и человек позарится, да, на мою прекрасную розу с длинными шипами. То есть уже начинает как немножко вас ревновать. Вы вот для него, да, особенная, уникальная женщина. Он хочет вас, ну, уберечь, либо оберегать от других мужчин. Прям такое желание у него в сердце. Так, и еще. Его кое-что еще смутило. И это касается того, что вы избегали каких-то тем. Ну, либо попросили на какие-то темы не общаться. Подумайте, что это было. Вот его это смутило. Он теперь ходит, голову себе ломает, да, пытается понять, почему. И вот мне что-то подсказывает, что он думает не о том, что является на самом деле причиной. Что-то он там себе другое надумал. Вы либо ему объясните, ну, либо хотя бы намекните, да, а то он как-то по ошибочному следу пошел. Ну, что с него взять? Он мужчина. Он мужчина, причем мужчина совершенно какой-то неинтуитивный. Больше такой, знаете, прагматичный мне идет. Суховат в этом плане. Так, еще, девочки, он очень ждет от вас какого-то сигнала, маячка. Может быть, вы ему обещали написать, либо с ним созвониться. И он такой: блин, ну надо ждать. Она обещала, она сделает. Вот. Если что-то обещали, то вспоминайте скорее и сделайте, потому что он действительно ждет. И для него это будет сигнал. Этим сигналом вы ему скажете, что да, ты мне нравишься, я готова с тобой продолжать. Вот. Если вы этого не сделаете, то мужчина будет страдать, и мужчина будет не спать, да, перебирая в голове все свои слова, что я сделала так, что я сделала не так, да, в чем причина. Ну, не надо его так мучить, он этого не заслужил. Так, еще один момент. У кого-то из вас отыграется, что помимо вас этот мужчина еще с какой-то женщиной то ли познакомился, то ли общался. Ну, в общем, какая-то женщина в поле зрения была. И вот в эту вашу крайнюю встречу, в это крайнее свидание, вот он четко для себя сделал выбор. И этот выбор, он был в вашу сторону. Ну, потому что вы ему раскрылись, да, вы его шокировали, вы удивили, вы показали свою уникальность. А та женщина, ну, до простоты банально, да, вот чего особенного, да, неинтересная, скучная, вот, как-то так показано. Ну, еще показано, что ваша встреча, либо ваше свидание не было крайним, еще будет, и не одно, и у вас прям дороги потихонечку начинают изближаться и нахлёст идти. То есть явно будут отношения, явно вы еще успеете друг друга лучше узнать.
Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.